последние две войны на территории Чеченской Республики доказывают обратное. Ведь сколько девочек наших журналистов работало, исполняя свой долг во время этого военного конфликта. Сколько девочек наших погибло. Мне кажется, что даже эти девочки, которые погибли в эту войну, достойны того, чтобы их именем назвали имена. Если не имена, хотя бы вот школу молодых журналистов, школу юнкоров, которая у нас есть. Но вы же помните начало 21 века. На территории нашей республики шла еще война, гремели взрывы. И тем не менее, по первому же призыву Героя России, главы первого президента Чеченской Республики, мы вышли на работу. Заработало телевидение, начали выходить газеты. Я никогда не забуду один день, когда я шла на работу, началась перестрелка, и мне почти ползти пришлось, чтобы дойти все-таки до работы. И таких моментов в жизни каждого из нас было очень много. Нас не любили ни федералы, ни местные, в кавычках, герои. Вы знаете, что нельзя было проехать в село. Те нас считали продажными, эти нас считали боевиками. Это было трудно. Это были трудные годы. И тем не менее, мы работали. Главным образом тогда работали девочки. Девочки, потому что мужчин было еще опасно посылать на какие-то в командировки, в какие-то отдаленные районы. 2006 год, я помню, в Веденский район никто не хотел ехать. Я ездила. И я помню, до 10 вот этих точек мы проезжали, замаскированных вдоль дороги, вот солдаты, ну как они называются, и ты ехал, и ты не знал, ты проедешь его или нет. Почему? Они в любой Да, о чем вы нас говорите? выстрелить. Да, о чем вы говорите, Ведено? Тут в городе ты утром выходил, не знаю, вернешься ты вечером домой или нет. Эти постоянные перестрелки, эти блокпосты, через которые надо проходить, эти глаза, вообще-то, не совсем трезвые, которые смотрят на тебя. Конечно, было ужасно, но наши девочки работали. И сегодня мы тоже достойны внимания. Ну, о себе, как правило, не говорится, но это было, в общем-то, были трудные времена, и многие достойны того, чтобы... Очень жаль, что не говорят ни об этом, ни о тех прошедших днях, ни о женщинах, которые в те времена работали и на телевидении, делали газеты, выпускали журналы. А записки помните, которые нам подкидывались? Да, конечно, помню. И не только записки. Мне вообще в квартиру гранату забросили. Но мы же любили свой народ. Мы же хотели мира. А куда нам было деваться? Мы были уверены в завтрашнем дне. Мы знали, что придет тот час, когда народ вздохнет. Легко было взять чемоданчик и махнуть за границу. Да. Но это вообще отдельная история. Потому что, конечно, легко сейчас видеть недостатки те или иные. А с каким трудом мы все это пришли к сегодняшнему дню.